Здравствуйте! Вы смотрите программу «Закон, парламент, общество». Сегодня в фокусе нашего внимания главное политическое событие недели – ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию нашей страны. Среди центральных тем – вопросы демографии, поддержки семей с детьми, проблемы здравоохранения, приоритет российского права над международным законодательством и грядущие изменения в Конституции Российской Федерации. События политической повестки в эксклюзивном интервью нашей программе прокомментировал руководитель татарстанского парламента Фарид Мухамедшин. Здравствуйте, Фарид Хайрулович. Большое спасибо, что согласились прокомментировать последние очень важные события в нашей стране. Первый вопрос касается деятельности рабочей группы, которая в эти дни занимается подготовкой изменений в основной закон России. Мы знаем, что вы входите в ее состав. Расскажите, пожалуйста, какова ваша роль и функция, в какие сроки будут подготовлены изменения в Конституцию Российской Федерации, и все-таки нам, россиянам, чего ждать в самом ближайшем будущем? Это будет общероссийский референдум или голосование, которое, по сообщениям некоторых СМИ, уже до мая этого года должно пройти в России? Пожалуйста. Добрый день. Очень емкий вопрос. Но я тоже начну ответ на него с того, что традиционно Владимир Владимирович Путин, глава государства, перед Федеральным собранием Российской Федерации выступил с ежегодным посланием. Вы обратили внимание, и мы внимательно слушали, что они в основном были посвящены внутреннему развитию, решению внутренних проблем российского государства. И это было связано с запросом общества на повышение жизненного уровня, на повышение доходности, на решение таких актуальных вопросов, как обеспечение детскими дошкольными учреждениями, местами в них, помощь и поддержка многодетным семьям и ряд таких вопросов. Вообще все поднятые Владимиром Владимировичем вопросы в послании, они с одобрением были восприняты этой огромной аудиторией, 900, там около 1000 человек, и не только депутаты и сенаторы. Там же Владимир Владимирович Путин сделал вывод, что нужны некоторые коррекции, некоторые изменения в действующую Конституцию Российской Федерации, которую приняли в непростых условиях 1993 года. И настоятельно есть необходимость проанализировать действующие нормы Российской Конституции, не затрагивая основ конституционного строя, связанных и с 1, со 2, 9 статьями Конституции Российской Федерации, посмотреть и закрепить в Конституцию ряд норм, которые будут обязательными, конституционными для всех исполнителей, для граждан Российской Федерации. Прежде всего, мы с одобрением восприняли его поручение и поставленную задачу в послании, связанную с повышением заработной платы учительству, системе здравоохранения. Это поручение очень правильное. Вы знаете, что некомплект врачей в больницах, в лечебных учреждениях, в целом в регионах Российской Федерации достаточно большой, и заинтересовать и заработной платой, и возможностью направлений, получивших образование медиков в различные территории огромной России, связано еще и с обеспечением жильем и решением ряда других вопросов. Над этим будет работать новое правительство, которое сейчас формируется. Премьер-министр Михаил Владимирович избран. Обратили, наверное, внимание, что ни одного голоса против ни от одной фракции не было. Были воздержавшиеся, но это о многом говорит, о высоком доверии к этому человеку, который целую систему сбора налогов организовал за период своей работы в ФНС, Федеральной налоговой службе, и характеризуется как человек, который способен находить технологичные решения тех проблем, которые поднимаются в стране. Мы с надеждой к этому относимся, приветствуем Михаила Владимировича, он у нас частый гость бывал в Татарстане, мы знакомы с ним, знаем его целеустремленность и знаем его работоспособность.
Так вот, этому правительству, которое на днях, я думаю, сильно затягиваться не будет, будет предложено президенту, а президент предложит Государственной Думе посмотреть кандидатов, которые будут реализовывать уже новые задачи нового послания главы государства. Больше того скажу, что без особого нажима, мне казалось, Владимир Владимирович неожиданно предложил расширить полномочия парламентов обеих палат Федерального собрания Российской Федерации и поделиться полномочиями в части назначения главы правительства, в части согласования заместителей председателя правительства и министров с Государственной Думой. Больше того, и на Верхнюю палату тоже внес предложение рассмотреть, и в Конституции это надо будет, поддерживая, предложить, как формулировку найти. И это тоже некоторая демократизация, что ли, если так можно сказать, в отношениях между законодательной и исполнительной властью в стране. Это было поддержано многими участниками послания, которые слушали это послание. И должен сказать, что ряд других изменений, которые он также внес, касаются повышения статуса Государственного Совета. Это уже давно существующая структура, где президент страны с губернаторами, с главами субъектов регионов Российской Федерации обсуждает самые актуальные вопросы. Он хочет его легитимизировать через конституционное оформление этого института. И вот сейчас в нашей рабочей группе, в которую и мне предложили войти, и, честно говоря, и включили по распоряжению Владимира Владимировича Путина, нас 75 человек. Мы вчера собрались в Москве. На первом заседании приехал Владимир Владимирович Путин и ответил на многие наши вопросы. Задали там час с лишним, он отвечал, как это будет. И у нас эти вопросы есть до сих пор, как мы будем работать, какова легитимность этой рабочей группы, значит, до какой степени, значит, мы можем дотрагиваться до действующих статей Конституции Российской Федерации, принятых на референдуме в 1993 году, где все субъекты, весь народ голосовал за нее. На эти вопросы мы получили ответы, и как я понимаю, вот сегодня рабочая группа еще раз собралась уже в Москве. Я, к сожалению, мне надо было быть в республике, вылетел обратно. Мне сегодня позвонят. По всей вероятности будет создано подразделение в этой рабочей группе, касаемых вот этих изменений, которые внес Владимир Владимирович Путин. Его формулировка, нахождение места в действующих статьях Конституции, как их сформулировать. Значит, больше того, он поставил задачу максимум, значит, до середины апреля, до 26-го даже прозвучала дата апреля, чтобы эти предложения в этой рабочей группе, в которой мы работаем, были переданы властным структурам федерального уровня с тем, чтобы подготовить и провести, может быть, даже и в апреле уже месяце, опрос населения, я так скажу. Узнать надо мнение населения. Мы не можем принимать эти поправки рабочей группы, ее должны принимать по согласованию с обществом, значит, федеральной структуры, парламент, обе палаты Федерального собрания. Поэтому задача очень непростая стоит, много работы, и споров немало на темы, и не только в журналистской среде, но и в правовом поле, в юридическом сообществе нашей страны. Задача тем более, значит, важна, поскольку вот среди 75 членов рабочей группы у нас там 13 или 14 всего юристов. Но много депутатов Государственной Думы, председателей правовых комитетов этого направления, Государственной Думы и Совета Федерации, очень много известных людей разных специальностей, разных направлений, общественных организаций, широко представлены в рабочей группе, все слои, как говорится, нашего общества. Мы открыты к дискуссии путем, значит, обсуждения, будем предлагать. Понятно, что не мы будем принимать эти поправки в основной закон страны, будет принимать его
как минимум Государственной Думы и Совет Федерации, как и положено, значит, в действующей Конституции Российской Федерации. По тому, что поделился полномочиями и предложил это закрепить в Конституции в части утверждения премьер-министра парламентом страны, вы знаете, что в Татарстане уже эта норма действует в нашей Конституции, мы уже много лет так и поступаем, когда вносит его президент, а Государственный Совет вправе утвердить или не утвердить, и после 3 раз, если парламент не утвердит предложенную кандидатуру, президент сам его назначает. Думаю, что это демократизация некоторой части властных структур, приобщение к нему огромного количества людей, которые помогут сформировать, теперь уже, правда, я думаю, правительство будет формироваться еще по старым нормам, сегодняшнее правительство федеральное. И думаю, что со следующего, может быть, во второй половине этого года, если внесут в Государственную Думу, будет принят, он вступит в силу и для последующих таких важных шагов. Президент однозначно сказал, это не парламентское государство, это президентское государство. Президентская власть остается важной и основной для того, чтобы организовать работу по обороне страны, значит, вооруженными силами, организации работы силовых структур, организации работы, но они должны быть гласны, подотчетны, и население должно знать деятельность всех этих структур, влиятельных, что ли, если так можно сказать, касаемых каждого человека и безопасности страны в целом. В ходе своего ежегодного послания президент Путин также выступил за расширение функций и полномочий муниципалитетов. Но вы, как неоднократно отмечали в своих выступлениях, деньгами эти полномочия далеко не всегда подкрепляются. В этой связи что необходимо предпринять и на республиканском уровне, чтобы муниципалитеты заработали в полную силу? Я полностью согласен с этим тезисом и этим предложением, как вписать в общую структуру властей разного уровня, государственной власти, муниципальной власти, поселенческого уровня. Муниципалитеты – это не государственная власть, она, значит, власть самостоятельная. У нее сегодня есть достаточно оснований, возможностей, полномочий для того, чтобы организовать жизнь поселений, городов и районов нашей республики. Речь идет о том, чтобы поселенческий уровень имел собственную налоговую базу. Финансовый мандат нужен. Для этого надо менять федеральное налоговое законодательство, для того, чтобы был интерес у сельских поселковых советов, у муниципальных советов, у районных городских советов расширять налоговую базу, заинтересованность, значит, повышение производительности труда и большего взятия налогов с того населения, с тех производств, с тех предприятий, которые на их территории работают, не ущемляя их основные задачи и интересы, а сделать больше, значит, крен при распределении, расщеплении налогов на федеральный, республиканский и муниципальный. Если будет такая заинтересованность и мы сможем сформировать такой подход, я думаю, это было бы правильно, мы бы получили огромные возможности для увеличения объемов производства и решения социальных задач на каждой территории, включая самый дальний, самый небольшой муниципальный район или сельское поселение. Также в ходе своего ежегодного послания президент России Владимир Путин озвучил целый блок предложений, которые касаются социальной сферы. Это и материнский капитал, это и бесплатные школьные обеды, и вопросы демографии. Как вы оцениваете эти предложения и что в этой связи должен предпринять Госсовет для того, чтобы эти предложения были реализованы на практике? Все эти предложения вызвали шквал аплодисментов и поддержку. На самом деле они все важны. Но он однозначно сказал, что уже с 1 января будет организована плата за первого ребенка. Сейчас со второго, там, третьего и так далее. С первого ребенка. Остро стоит вопрос обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов в общеобразовательных школах нашей страны. Татарстан
наиболее, может быть, и готовы уже к тому, чтобы, имея инфраструктуру в школах, столовые и пункты питания, горячим питанием обеспечивать. Владимир Владимирович сказал, что, значит, в ближайшее время федеральный центр, значит, подготовит какие-то предложения по софинансированию. Федеральное будет финансирование, региональное финансирование и местное, городское или районное финансирование для решения этой задачи. Наш президент Рустем Нургалиевич Минниханов уже положительно оценил этот шаг. Мы к этому постепенно шли, мы шли к этому, но сегодня, значит, это выходит уже в ранг обязательного требования, которое надо бы выполнять обязательно. Мы после того, как получим уровень софинансирования, распределения затрат на достижение целей по этой задаче, мы обязательно подключимся, значит, и депутаты Государственного Совета, а я вот на днях собираю депутатов Государственной Думы, буду обращаться к ним от Татарстана, буду обращаться к ним, чтобы они поддержали эти подходы. Я думаю, это правильно. Прошли времена, когда там, значит, с собой мы носили в школу мешочки с питанием, бутылочку молока, там краюху хлеба. Там. Сегодня есть возможности, а здоровое питание – это, значит, успешная учеба, если хотите. Мы, наверное, эту задачу одним из первых в стране постараемся решить. 2020 год только начинается. Впереди будущее заседание Госсовета, работа комитетов, обсуждение законопроектов. Каким будет этот год для вас, как для председателя Татарстанского парламента? И, собственно, каким этот год будет для Государственного Совета Республики Татарстан? Я думаю, он будет, как обычно, насыщенным и законотворческой деятельности, поскольку мы приняли план законотворческой деятельности на 2020 год. Достаточно много интересных законов, достаточно много задач, связанных с изучением обстановки перед принятием того или иного закона, но он будет насыщенный крупными политическими событиями, в которых и депутаты, и Государственный Совет, как представительный орган власти, примет самое активное участие. Это и столетие ТАССР, чем мы уже начали заниматься. Уже ставим задачи на местах, и депутатов раскрепили по районам для того, чтобы никого не забыть, тех людей, которые внесли вклад, значит, в развитие своего района, республики, как-то отметить. И скажу, что 75-летие Великой Победы, безусловно, это знаковое событие для страны. Мы примем самое активное участие в восстановлении памяти погибших, приведении в порядок мест захоронения, чтобы ни одна еще сегодня вдова или кто-то же оставшийся в живых, дети, не почувствовали себя обиженными, обделенными. Я думаю, это большая работа. Это и политическая работа, поскольку нам надо показывать надо в условиях некоторого искажения итогов Второй мировой войны и роли нашей страны, наших граждан в этой победе. Пытаются там в ряде стран умолить, значит, снизить, но мы считаем, что 27 миллионов, которые сложили головы за сегодняшнюю жизнь, и россияне, и наших союзных тогдашних республик, и очищая Европу от этой коричневой чумы, заслуживают самых высоких оценок, правды. И мы об этом будем говорить на всех встречах в городах, в районах нашей республики. И такую задачу ставим перед всеми муниципальными городами и районами. Конечно, перепись населения будет. Каждые 10 лет перепись населения проходит. Мы уже сегодня, вот я позавчера в Государственной Думе с депутатом Гильмудиновым, председателем комитета, значит, смотрели опросный лист, как это будет в электронном формате, на расстоянии происходить. Мы очень внимательно смотрели, но я считаю, что на сегодняшние подготовленные документы нас устраивают. Уж исключили оттуда, значит, там татары пензенские, татары тюменские, татары мишары, татары типтары, татар тегляй, татар блай, который сам себя найти не может в вопросном листе. Но сегодня по нашему требованию упростили, написано, значит, национальность. И выбираешь свою национальность, кем ты себя считаешь, кем ты родился. Ну, русский, мордвин, чувашин, по той национальности, который татарин.
Я думаю, что это более объективно позволит выявить количество людей по национальности, по возрасту, значит, по семейному положению. Там много вопросов, там несколько листов. На самом деле это серьезная работа. Это делается для того, чтобы геополитику российскую посмотреть, на что обратить внимание больше, значит, на какие отрасли, на какую категорию людей внимание должно быть усилено, на пожилых людей. Стареет наше общество, молодеет, безработных больше или меньше. Все это дело будет вот в ходе опроса, переписи населения будет учитываться. Во всяком случае, мы, депутаты, должны будем разъяснить публично своим избирателям, как это будет происходить, какая цель при этом, с тем, чтобы как можно больше людей ответственно подошли на перепись и обязательно участвовали в нем. В прошлый раз явка была не очень большая, между прочим, по стране. Это значит, где-то мы не доработали, где-то не дошли до людей, не услышаны были. Вот этот раз такая задача стоит и перед, в том числе, исполнительной властью, безусловно, той комиссии, которая создана и будет и в республике по переписи, но и депутаты разных уровней должны вот эту миссию выполнить. Большое спасибо за интервью. Зур рахмет. Ну вот и все на сегодня. Пауза в рассказе о деятельности Госсовета Татарстана продлится ровно 1 неделю. Новый выпуск программы «Закон парламента общества» смотрите в следующее воскресенье, 26 января. До свидания.